рахим. Ну, об особенностях ислама в контексте того, что до меня озвучила, наверное, уламо должны говорить. Я немножко поменяю. Ну, вначале себе скажу: Аллахумма афини фи бадани, Аллахумма афини фи сами'i, Аллахумма афини фи басири, ла илля илля ант. Чтобы мои слова были искренними, я это подтверждаю. И говорю: ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Субханаллах ва алхамдулиллах, что Он своей безграничной любовью, милостью, милосердием и щедростью предоставил мне возможность, мне грешному, в этот священный месяц Рамадан поблагодарить Духовное управление мусульман Российской Федерации за прекрасную организацию ежегодного шатра Рамадан, поблагодарить посольство Республики Таджикистан Российской Федерации и лично уважаемого господина посла Имамдина Мирзоевича Сатурова и всех причастных к организации сегодняшнего ифтара и накрытию этого щедрого дастархана, а также поприветствовать моих дорогих соотечественников и всем сказать Рамазан Мубарак. В контексте, как я уже сказал, в контексте того, что было озвучено и господином послом, и уважаемым имамом, вспомнил притчу нашего великого Ма'муной Балхи, известного также как Джалалуддин Руми. Очень поучительная притча, где говорится, что в одном не мусульманском городе жила группа мусульман. Один из них очень сильно хотел показать, выставить на показ свою набожность, свою праведность и мечтал стать муэдзином. Однако у него был очень отвратительный голос, поэтому мусульманская умма просила его ни в коем случае не выставлять на показ свое умение читать азан. Як муаззин дошт пас овози бад, дар миёни кофиристон бонг зад, чанд гуфтандаш магу бонги азон. Чанд гуфтандаш магу бонги азон, ки шават джангу атаватхо дароз. Но он не ослушался голоса разума, потому что хотел показать себя, что он такой правоверный. И при первом удобном случае поднялся на минарет и во весь голос произнес азан. Через некоторое время в мечеть пришел один из идолопоклонников, принес ценные подарки и сказал: где этот муэззин, я за его голос хочу подарить ему вот эти бесценные призы. Мусульмане удивились и сказали: Боже упаси, что за его голос, чем он тебе понравился, его голос? Он сказал: у меня две дочери, одна из них всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим существом стремилась принимать ислам, хотела быть благочестивой мусульманкой, но услышав этот голос, она отказалась от этого своего намерения. Моя дочка, когда услышала этот отвратительный голос, сказала своей сестре: Дархама умрам чанин овози зиш, хейдж нашнидам надардайру книж. Я за всю свою жизнь такой отвратительный голос не слышала ни в группе, ни в кругу огнепоклонников, ни в кругу идолопоклонников. Поэтому отказалась от пути к исламу. Уважаемые братья и сестры, к чему я вспомнил эту притчу? К тому, что, к огромному нашему сожалению, и все свидетели, порой бывает, что выходим на улицу, видим многих из тех, кто называют себя мусульманами, и наподобие этого муэдзина отталкивают других людей от нашей прекрасной религии. В сердцах людей пробуждают какую-то злость и ненависть к нам, мусульманам. Но я, иншаллах, алхамдулиллах, я уверен, больше чем уверен, что присутствующие здесь все стремятся жить по священному Корану, по суннам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, и уверен, что
этот священный месяц нас всех подтолкнет к тому, что в дальнейшем, увидев людей, которые подобны этому муэдзину, донести до них, что они, когда ходят в мечети, альхамдулилля, такие возможности в Москве, в нашей замечательной, прекрасной Москве есть. И когда они должны, если ходят в мечети, или, чтобы они прислушались к проповедям имамов, улемов, которые призывают их к правильному пути. Альхамдулилля, что в нашей замечательной Москве большинство именно в нашем мазхабе. Так что никаких расхождений тут нет. И нам единственное остается, чтобы действительно прислушиваться к голосам, повторяю, наших улемов, имамов в мечетях наших и быть истинными мусульманами. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وبعد رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.